Мы находимся в месяце Рамадан, который является султаном месяцев. Но в этом благословенном месяце есть много стран и домов в мире, которые были лишены мира. Подумайте об управлении, которое каждый день раздает студентам бесплатную еду. Разве это не приятно? Звучит неплохо, не так ли? Но как мусульманин, представьте, что это было сделано во время Рамадана, чтобы проверить, постится ли он. Уверен, что чувствуете такую же боль, как и мы. Это Восточный Туркестан, оккупированный Китаем. Возможно, многие из вас не были очень заинтересованы, когда слышали о концепциях, к которым вы не привыкли, таких как пивные конкурсы, фестивали алкогольных напитков. Он атеист, он делает все, говорили и проходили мимо. Давайте придем к тому, что он был организован в тюркской родине, в мусульманской общине. Кроме того, в благословенный месяц Рамадан – это родина, где проводятся эти так называемые конкурсы, которые насильно собирают людей и противоречат их религии, обычаям и культуре. Это Восточный Туркестан, оккупированный Китаем. Вы когда-нибудь слышали? Вы можете себе представить? Иногда с сухуром, иногда без сухура, когда приходит время ифтара открыть свой пост, который он едва держал без сухура. Некоторые без отцов, некоторые без матерей, некоторые без никакого стола для трапезы. Их мучительные сердца, которые горят от тоски. Вот сердце очага, которое буквально горит в Восточном Туркестане, оккупированном Китае. Чтобы сделать сухур утром, тайно вставая на сухур при свечах в эпоху электричества, современной технологии и не получить долю доверия и спокойствия даже при этом. Сухур, которому трудно проснуться для некоторых, означает мужество, которое может стоить жизни для некоторых в оккупированном Восточном Туркестане. В этот благословенный месяц Рамадан представьте себе общество, в котором мечети закрыты, превращены в общие дома, где китайская музыка слышна вместо благословенного азана. В обществе, жители которого на 100% мусульмане. Какая боль, какая большая потеря, не так ли? Вот тысячелетняя тюркская исламская родина, где сегодня живет память тюркского языка Махмуда Кашгари. Ну как вы говорите? Если мы соберем и составим языки мира, Китай не может позволить себе выразить то, что он сделал в оккупированном Восточном Туркестане. Недостаточно. То, что рассказано, может звучать как утопия. Жаль. Но мы рассказали вам правду. Не упускайте из своих молитв и добрые пожелания для ваших восточно-туркестанских братьев. Счастливого Рамадана.